Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами вновь передача «Авторивьера». Это программа о безопасности дорожного движения и о культуре вождения. В ней мы будем рассказывать и показывать все, что касается авто. А это целый мир. В Абхазии быстрыми темпами растет парк автомобилей. Движение на дорогах становится все более интенсивным. Еще не везде состояние дорог и их обустроенность отвечает требованиям. А такие ее участники движения – сугубо наш элемент экзотики, поражающий воображение гостей страны. И с дорогами, и все же, и с проездом сейчас гораздо лучше стало. А есть какие-то вот особенности езды в Абхазии? Особенности есть, но я оставлю их про себя лучше. Навыки вождения, соблюдение норм дорожных правил и в целом культура вождения оставляет желать лучшего. Автомобиль, помимо своей функциональности, для многих является атрибутом статусности и способом самовыражения. Особой любовью пользуются легендарные ретро-автомобили. Эта тенденция наиболее сильна в благополучных странах. А эти яркие экземпляры я запечатлел на дорогах Швеции. Неизбежно будет расти число раритетных автомобилей и на наших дорогах. Сегодня гость нашей программы – начальник патрульной службы города Сухум Батал Агарба. Батал, но вы сегодня нам расскажете о вашем новом подразделении, о его работе, о целях и задачах. Служба новая, служба интересная, служба, которая оправдала себя за тот короткий период времени, 4 месяца, да, мы работаем, статистика показывает положительные результаты. Самих граждан тоже устраивает, нравится работа. Ну, пойдемте, приглашаю вас на улицы города Сухум, я вам покажу наиболее напряженные участки города Сухум, сложные, там, где мы уже справились, получилось у нас где что-то уже навести порядок. Пожалуйста. Ну что ж, поедем. Батал, ну расскажите, у вас какое образование, сколько лет в МВД? Я высшее специальное образование Краснодарский университет МВД. Но в структуру Министерства внутренних дел я пошел, можно сказать, с 18 лет. Я службу нес в отряде особого назначения. 2 года служба у меня была срочная в должностях. Первый был штаб, потом оперативная работа около 2 лет. Потом перешел в милицию общественной безопасности. Вот в ней нахожусь по сей день. Теперь вы командир вновь созданного подразделения. Да. Каковы его цели, задачи и какие результаты есть за короткий этот промежуток? Ну, вот, патрульная служба, да, МВД города, она единственная в своем роде. Единственная в своем роде пока что, да, как бы пилотный режим, который запустил вот, министр внутренних дел Рауль Валерьевич Ловов. Когда мне ставили задачу, было, скажу вам так, немножко страшно. Она была создана в октябре. Министр ее как бы обдумывал, создавал своими руками, все обдумывал эти моменты и поставил нам задачу. Задача была такая: 2 службы ДПС и ППС, которые, да, в подразделение УВД входили. Надо было их солить в одну большую службу, которая будет отвечать за дороги наши и за улицы непосредственно, да. Вот в октябре, можно сказать, мы немного смогли захватить, так легкий курортный сезон он заканчивался. Но наша главная задача, где мы будем проходить, смогли мы справиться или нет, это лето. На сегодняшний день, да, ДПС службы нету, ППС службы нет, есть служба патрульная, которая выполняет функции ППС и ДПС. Улица полностью наша, и дорога, и общественная безопасность граждан. За это мы отвечаем. На сегодняшний день патрульной службы города Сухум, если сравнить статистику с 2014 годом, то показатели вот такие: 360 протоколов за весь полный месяц январь. Это оштрафованных ГАИ города Сухум, 12 пьяных. На сегодняшний день за неполный месяц, это 20 дней, у нас 63 гражданина управляли в нетрезвом состоянии.
и 640 это оштрафованных людей. Какой рост? В принципе, водители визуально видят работу, которую вы делаете. Это касаемо линии ДПС. А касаемо линии ППС, 8 фактов незаконного хранения наркотиков и 1 факт незаконного хранения и ношения оружия. Был 1 угон по горячим следам, задержан человек. Конечно, в предыдущие годы была проделана тоже большая работа, но сегодня наступил другой этап, видимо, когда требуется требовать от водителей более четкого исполнения правил, что, к сожалению, пока видно тяжело водителям. Многим. Да, вот такой пример вам приведу. Все эти годы МВД пытается и делает свою работу касаемо ДПС, линии ГАИ сегодняшний день, это тема номер 1 у нас в стране. Не маленький, очень сложный труд, на сегодняшний день. Другой подход, заметен, немножко другой подход. Не говорю, что сейчас начали работать, до этого не работали. Немножко другой подход в работе касаемо линии ГАИ, у нас. За счет этого мы круглые сутки несем службу в городе. У нас 7 экипажей. 7 участков, на 7 участков город разделен. Мы круглосуточно выявляем нарушение правил дорожного движения. У людей реакция, такая, скажем так, когда он сплошной пересекает, и ему делаешь замечание, выписываешь штраф, им это не нравится. Он говорит, я всегда так делал, почему сейчас вы меняете? Загруженность уже улиц наших, особенно улица Эшбар, очень оживленное место с этим торговым центром, новые дома, что построили, очень много здесь, конечно, машин. Неудобств мы в этом плане не испытываем, потому что у данного торгового центра есть своя стоянка. Да, есть стоянка. Чуть усложнилось, конечно, этот перекресток стал сложнее немножко, но все регулируемо. Будем разворачиваться. Может, ты наконец прекратишь на него смотреть? А что, камень треснет? Нет, я приплатил, чтобы дали не бьющийся. Не сомневаюсь. Да выключи ты его. Сейчас только прочту и выключу. Выключай. Это сработает. Выключаю. Что необходимо сделать по улице Эшбар, чтобы она была безопасна? В первую очередь осветить ее. Она очень загружена у нас, как вы говорили, она очень загружена. И чтобы было тут безопаснее пешеходам и автолюбителям, необходимо ее более ярче осветить. В ночное время суток на вокзале пешеходы, где вы говорили, пытаются пройти в неположенном, не нарушают, перебегают. И плюс их не видно. Плюс их не видно, и происходит у нас там, я вам сейчас скажу, 3 происшествия за 4 месяца произошло. Это Колос у нас опасен, но там люди пытаются переходить дорогу в этом месте. И вокзал непосредственно. У нас 3 происшествия непосредственно, которые были там. Даже не знают, что на вокзале нельзя переходить. Чтобы знают люди, прекрасно все знают, но просто им кажется, что он пройдет и с ним ничего не произойдет. Единицы, кто не знает, что там переходить нельзя. Их очень дезориентирует этот светофор. Они видят, что красный загорелся машинам, и они думают, что у них есть возможность пройти там. Возможность. Но это неправильно. Но те, кто выезжают с вокзала. Статистика показывает, что происходят наезды на пешеходов. В ночное время. Осветить эти участки, чтобы они были освещены. Давайте перейдем опять к вашему подразделению. За этот промежуток времени, что вы работаете в этом новом подразделении, во-первых, хотелось бы поинтересоваться, насколько у вас штатное расписание заполнено. И насколько я знаю, по-моему, у вас не комплект. Почему люди сегодня не идут в милицию? Объясню на сегодняшний момент, почему такая острая нехватка, скажем так, в кадрах. Это в первую очередь связано с заработной платой. В первую очередь заработная плата на сегодняшний день она критически мала. Молодой человек, который отучился около 5 лет,
образованные, приходить и круглые сутки работать в милиции, получая 10 тысяч зарплату. Ну, есть семья, есть дела. И никакого личного времени. И никакого личного времени. Много раз с нами на рейды ходили и видели, как эмоционально приходится вот... Бывают конфликты частые у вас, да? Вот человеку, вот ты говоришь, ты проехал там по запрещающий красный свет светофора, пересек осевую, ругаешься в неположенном месте, да, пытаешься там, ну и у каждого есть своя правда. Кто-то считает, что ему это можно. Необходимое количество для города, да, в данный момент, чтобы держать хотя бы ситуацию под контролем, около 150 человек надо. Ну, на ваш взгляд, что надо сделать, чтобы люди к вам пошли? Ну, когда вы идете на работу и устраиваетесь, первый вопрос, какой вы задаете? Какая зарплата? Понятно. Зарплату поднять людям. Ну вот вы Я считаю, выписываете что это... много протоколов, и с этих штрафов ничего не идет, да? Вот, допустим. На данный момент все те, да, штрафы, мы, которые составляем административные протокола, вся сумма, да, все, они сразу идут в госбюджет. Никакого процента нам не остается. То есть никаких премиаций? Та зарплата, которую нам дали, заработная наша плата. Других финансовых источников ну, конечно, у милиции нет. У всех сегодня зарплата примерно такая же низкая, но у вас работа еще связана с риском и с большими такими трудностями. Не маленький. Загруженность, да, милиционера, работающего в городе Сухум, и загруженность милиционера, работающего в другом, да, горрайоргане, она большая разница. Это в связи с тем, что население в городе Сухум какого такого в Абхазии нигде нет. По количеству? Да, по количеству. Сюда много приезжают. Там, ну вот, насколько я слышал, именно в Сухумскую милицию хуже всего идут на работу. В Сухумскую милицию хуже всего идти. Почему? Потому что каждую секунду ты должен быть на работе, ты должен быть готов реагировать на ту или иную ситуацию, которая происходит в городе. Они происходят. Вот этот светофор, который мы говорили, да, который, как вы говорите, люди, видя красный свет, да, пытаются пройти вот пешеходный переход вот здесь, его осветить. Чтобы он в ночное время виден. Они должны четко понимать, видя зебру, они должны сбросить скорость. Увидя пешехода, обязательно остановиться и пропустить его. А здесь на заправке тоже очень тяжелый выезд, конечно, тоже. Ну да, тут рассматривается вопрос, как решить светофор поставить, закрыть поворот. Давайте поедем на рынок там, да, на улице Арзамас. Что у нас на рынке происходит? Ну, на данный момент сейчас по времени там спокойно, тишь да гладь. Но обычно в праздничные дни, в будние дни, да, перед Новым годом. Там большое скопление людей. Общественный транспорт, троллейбус заворачивает налево, тем самым перекрывает две линии. Второй приезжает, закрывает одну линию. Пешеход проходящий. Да, пешеход. Ну, пешеход не столько нам проблем создает. На данном участке, вот Ардзинба и Мама Шамиля перекресток, тут нам проблемы создает общественный транспорт. Идем дальше. Вот здесь посередине непосредственно нам создают автолюбители. Вот справа ставят машины, слева пытаются во второй ряд ставить. Ну, мы как сужают дорогу, из двух полос создают одну. Да. Ну, мы как-то с этим уже боремся, и уже исправляется эта ситуация хорошо-плохо. Идем дальше. Вот здесь, вот видите, вот непосредственные такие выбоины в асфальте, такие глубокие. Человек пытается сбросить скорость, замедляет ее, и тем самым происходит затор. А вот касаемо общественного транспорта. Общественный транспорт у нас сегодня на рынке очень большое место занимает. И он немного у нас не организован. Не организован за счет того, что каждый водитель себе хозяин и директор. Как он ему взбредет, то так он и хочет себя вести. Первое время мы пытались поговорить с ними, объяснить, что это не получается, что это нельзя. Потом второй наш шаг был, мы поставили им правила, которые есть, которые всегда работали, которые они вынуждены были соблюдать. Ну, вот немножко получилось так это все организовать, чтобы праздничный Новый год вот все не стояло. Было тяжело, но в ручном режиме мы наводили, вот касаемо общественного транспорта, порядок. В прошлом году городские власти говорили, что строится какая-то площадка, стоянка для маршруток в конце улицы. Есть такой план в администрации города Сухум. Мы вот его обдумывали, рассматривали. По улице Ардзамба весь общественный автотранспорт двигается. Это и маршрутное такси, это и такси, это и автобус, и троллейбус. Едут прямо на Ардзамба перед рынком, вот, где есть специально для них, да, вот кармашки. Высаживают пассажиров,
сразу же после высадки пассажиров идут, тут стадион у нас большая такая площадь есть свободная, там паркуются и ждут. Есть диспетчер здесь на остановке, который, когда потребуется там маршрутное такси или же автобус, он вызывает. Отсюда, чтобы они не толпились отсюда они выезжают, подъезжают по улице Гуля, и мама Шамиля грузят людей и едут по маршруту дальше. И этим самым у нас рынок со 100% 40% разгружается. Все, кто когда-либо ходил в автошколу, помнят, наверное, что первое занятие начинается с того, что автомобиль – средство повышенной опасности. Да. Источник, да, повышенной опасности. И его можно сравнить даже с оружием, со снарядом иногда. Если машина неуправляемо несется, она может не меньше... Массового поражения. Да, оно такое же оружие массового поражения. К сожалению, у нас многие водители, особенно молодые, об этом не вспоминают, не задумываются. И видим то, что происходит. Здесь вот хотелось бы поговорить еще о роли родителей. Да, отвечая на ваш вопрос, можно ответить коротко. Должна быть культура в первую очередь. Да? Родители не должны себе позволить дать своему ребенку автомобиль, под капотом у которого находится мощный двигатель. Молодые года, опыта нет, прав нет. Около 5 или 7 фактов было, где мы задерживали несовершеннолетних за рулем. Было такое, что родители пытались оправдать своих детей тем самым, что он у нас с 11 лет за рулем, и мы не сомневаемся в том, что он вводит... Его возможность. Да. Услышав такое, что ты уже можешь ждать от этих родителей. Что хочу сказать всем родителям, чтобы они к этому моменту подходили более ответственно. Как вы сказали, не забывали, что автомобиль является повышенным источником опасности. Родители, будьте аккуратны, внимательны. Думайте о том, что ваши дети не должны, не получив водительского удостоверения, садиться за руль. Вот и все. Надо думать, чтобы дети не имели доступа к ключам автомобиля, к автомобилю в ваше отсутствие. Но у нас в городе Сухом проблема – это парковка. Вот по улице Лакоба мы не испытываем такие неудобства перед Сбербанком. Да, вот здесь. Слева парковка запрещена, справа она разрешена, но они здесь паркуются, вот видите, вы стоите, они тут затрудняют проезд. Вот на Леона, например, нигде не разрешено, невозможно так тоже. Хотя бы на одну сторону можно разрешить, чтобы ставили автомобили. Я вас сейчас обрадую по этому поводу. Руководством УВД города Сухом и администрации города Сухом принято решение правую сторону, вот видите, этот знак, правую сторону от Лакоба до непосредственно остановки, да, железнодорожной ГУМа, снять запрещающие знаки парковки. Как бы вы, Бадал, оценили внимание наших водителей на дороге? Насколько они внимательны? Насколько они видят знаки, которые проезжают? Думаю, внимательность у каждого есть, но сознательность она хромает. В том плане, что человек, если будет знать, что он нарушит те или иные правила дорожного движения и неотвратимо за это будет наказан, поверьте мне, они будут соблюдаться. Вот что мы сегодня и делаем. 4 месяца мы с этим боремся. Неотвратимость наказания при нарушении правил дорожного движения. Самое главное. К этому мы должны прийти. К сожалению, одним наскоком это не сделаешь, это надо делать планомерно, системно, идти к этому и добиваться этого результата. Давайте еще такую одну интересную тему. Водители есть водители, но все мы понимаем, что женщины-водители это все-таки контингент особый. Вот я вам расскажу о женщинах, как они ездят и что они любят нарушать. Как показывает статистика. Любят они нарушать парковку, они неправильную парковку везде, неправильно паркуются. Это ихняя ахиллесова пята, скажу, у дам наших. Им кажется, и дать им сложно, да, задний ход давать или как-то это припарковываться правильно. Мы столкнулись с тем, что все автомобили, которые у нас в центре города стоят как-то непонятно, неправильно, это водители являются слабый пол наш. Забывают документы, не носят с собой. Хочу обратиться ко всем женщинам, которые
ездят на автомобилях. Да, будьте внимательны, паркуйте, не забывайте свои документы, паркуйте правильно машины свои. Ну, мы с вами вкратце поговорили обо всем понемногу и пожелаем вам успехов, потому что от вас зависит спокойствие граждан, порядок на дорогах, безопасность. Спасибо. С нами сегодня гость нашей программы Батал Агарба, командир подразделения патрульной службы. На наших дорогах колесят автомобили различных марок. Lexus и Land Cruiser из-за их массовости в шутку называют народными автомобилями. Но наряду с распространенными моделями все чаще встречаются авто с неповторимой индивидуальностью. Сегодня мы представим вам для обозрения легендарный автомобиль американского автопрома Chevrolet Camaro. Камаро был всегда особенным. О нем мечтали мальчишки, его с восхищением вспоминают люди старшего поколения. С 1966 года их было выпущено несколько поколений в различных вариациях. РС, Ралли Спорт СС, Суперспорт, РС-СС совместила в себе две предыдущие модификации, а самой популярной для участия в гонках была версия с индексом Z28. После нескольких лет перерыва в 2009 году Chevrolet начал выпуск нового поколения Camaro. А буквально недавно была презентована новая модель Camaro ZL1 с турбированным 8-цилиндровым двигателем объемом 6,2 литра, развивающий мощность аж 580 лошадиных сил. Предыдущие версии оснащались двигателями V6 объемом 3,5 литра и V8 объемом 6,2. Безошибочно узнаваемый дизайн Camaro буквально дышит мощью и скоростью, а его очертания придают ему агрессивный вид. У него потрясающая динамика и ходовые качества, имея облегченную конструкцию, огромную мощь и впечатляющей экономичности. У нашего образца Camaro SS Transformers 2010 года выпуска с двигателем V8 объемом 6,2 литра, мощностью 480 неистовых лошадей в смешанном цикле расходует 9,8 литров. До 100 км в час разгоняется за 4,5 секунды.